Абзира шимаз хатырскует или хупшашара, шахупшита дыратара апсуатша схом ехет. Пех тыжим таджа харыла пшашуйта машинаква. Ишзейта хуйт айгва аква ядырта за машинаква ахдырпшзо асалон аты. Аӡәырҩы шәылаԥшиҵа шәахьазар ҟалап ҳаҳҭнықалақь ауниверсам араионаҿы амегамаркет Аҟәаҳәа изышьҭоу азааигәара ақьаад еиқәаҵәа ианны икыду аҩырақәа. Урҭ рекламак аҳасаб ала амашьына рныҟәцаҩцәа аднаԥхьалоит. Шықәсык иназынаԥшуа иҵуеит аҳҭнықалақьаҿы иаадыртижьҭеи Гудаута рестайлинг ҳәа афирма. Араҟа рнапы злаку амашьына иадҳәало ауснагӡатәқәа рымҩаԥгара ауп. Аԥшәма Осман Барцыц иажәақәа рыла амашьынақәа рахь абзиабара иара иман еснагь. Раԥхьаӡа акәын аԥсхы икит афбатәи акласс аҿы дантәаз. Ашкол даналга амашьына дақәтәартә еиԥш азин изҭо ашәҟәы иоуит. Иара дышқәыԥшӡаз инаркны еснагь аус иуан, иусура амашьынақәа ирыдҳәалан. Аха ихатә бизнес алагаразы аидеиа иашьеи иареи рызцәырҵит ҩышықәса раԥхьа. Полетели в Москву, обучились одной из наших главных услуг, это ремонт и реставрация кожаных изделий. То есть есть такая определенная компания Литек, это самая крупная компания на сегодняшний день в России и странах СНГ, которая занимается непосредственно ремонтом и реставрацией кожи. Это была наша первая, грубо говоря, детище, наша первая услуга, которую мы предоставляли непосредственно сами. Обучившись этому ремеслу, мы начали его предоставлять в Абхазии на уровне дилерства. На законодательном уровне мы стали на сегодняшний день официальными дилерами, официальными представителями данной компании в Абхазии, продвигаем эту услугу и продаем, соответственно, продукты данной компании. Как говорится, из одного вытекает другое. Ремонт и реставрация кожи подразумевал под собой очистку этих деталей. Соответственно, необходимо было предоставить предложение клиентам в виде химчистки. И мы начали заниматься химчисткой. И дальше больше. Ас еиԥш иҟоу афирмақәа ҳәаан рцәырхыԥхьаӡара рацәоуп ҳара ҳҿы, арҭ арԥарцәа ракәзар ҟалап раԥхьаӡа акәны иаазыртыз. Ҳәарада ҳтәылаҿы имаҷым амашьынақәа аремонт ахьырзыруа аҭыԥқәа, аха араҟа имҩаԥырго аус зынӡа ихазуп. Иаҳҳәар ҟалоит, ари амашьынақәа рзын арԥшӡаратә салон ауп ҳәа. Наша фирма называется Гудаута Рестайлинг. Многие у нас спрашивают, почему Гудаута, если вы находитесь в Сухуми. Скажу вам так, мы сами родом из Гудауты, мы любим свой город, так же, как и все остальные города Абхазии. Не акцентируем на это вообще никакого внимания, просто нам так понравилось. Нам понравилось сочетание Гудаута и рестайлинг. Рестайлинг в переводе с английского означает переделка, преобразование одного в другое. Данным делом я непосредственно начал заниматься с моим братом троюродным, и на сегодняшний день мы являемся учредителями, основателями данной компании, в которой мы трудимся каждый день, не покладая рук, и в выходные, и в будни. То есть это дело, оно такое, что не имеет ни праздников, ни выходных. То есть я вам так скажу, в прошлом году мы 2 января уже работали. То есть это вот уже определенный показатель для Абхазии, и многие прям были шокированы, наши клиенты, когда услышали, что мы можем 2 января принять их на услуги, это прям было для них шоком. Ас еиԥш ахырхарҭа Американтәи иаазакоуп, раԥхьа уи цәырҵит Аладатәи Калифорниа. Иахьазы уаҟа ҩынҩажәа жәабаны зегь рҟынӡа адетейлингқәа аус руеит. Раԥхьаӡа хықәкыс иамаз ацәыргақәҵахь иргоз амашьынақәа разыҟаҵара акәын. Аха уажәшьҭа адетейлинг, амашьына ахьчара, насгьы аестетикатә ԥшра аҭара ауп изызку. Урыстәыла ахархәара амуижьҭеи жәашықәса инарзынаԥшуа иҵуеит. Ажәа детейлинг англыз бызшәоуп, уи еиднакыло рацәоуп. Амашьына аӡәӡәара, арыцқьара, аҩныҵҟалагьы адәахьалагьы, арцырцырра, аиҭашьақәыргылара уҳәа убас иҵегьы. Ажәакала, ус ҳҳәар ҟалозар, амашьына агәы аҟаҵара. На сегодняшний день в Абхазии это реально очень сложно было продвигать, и мы по сей день продвигаем, объясняем людям, и многие спрашивают, как понять, что такое вообще детейлинг, что он из себя представляет. Чтобы вы понимали, детейлинг в переводе с английского означает детальный подход к выполнению той или иной услуги. То есть там и сервис другой, там и предоставление услуг другие, и масштабы услуг совершенно другие. Вот на примере данного автомобиля, на нем мы выполняли комплекс детейлинг услуг, а именно мы полировали весь кузов, то есть восстанавливали его первозданный блеск, защищали все специальными керамическими составами, чтобы он имел вот такой изумительный внешний вид. Долгое время, на протяжении около года, а то и 2, он мог выглядеть так, как когда-то вышел с конвейера. То есть это вот полировка, детейлинг-полировка автомобиля, которая именно имеет приставку детейлинг. То есть чем она отличается от обычных полировок, которые могут выполнять там, на обычных мойках, либо в других сервисах.
конкретно детальный подход. То есть на автомобиль тратится в среднем 3-4 дня, чтобы его привести вот в такой вот внешний вид, чтобы потратить реально эти дни и добиться такого эффекта. Иахьазы араҟа аус руеит фҩык инарзынаԥшуа, урҭ рнапы ҟазоуп, акыр шықәса ҵуеит ари ахырхарҭа рнапы алакуижьҭеи. Аҭааҩцәа аԥхьа ус ргәы иаанагон, ари аҩыза асервис амашьына иабаҭаху ҳәа, аха знык рмашьына цырцыруа ианырбалак даара иџьашьаны ргәы иаахәаны ҭабуп ҳәа ҳарҳәоит ҳәа азгәарҭоит аусзуҩцәа. Ауаҩы аԥҳәыс ахаҵа зегьы ишырҭаху еиԥш рхы-рҿы арԥшӡара, амашьынагьы убас еиԥш иҟоу аус мҩаԥгатәқәа аҭахуп. Нас акыр анарха аиуеит. Арахь ирҭаауеит змашьына пату ақәызҵо еиҷаҳауа арныҟәцаҩцәа. Детейлинг — это приведение в порядок внешнего вида, либо внутреннего, как интерьера, так и экстерьера автомобиля. То есть приведение в порядок уже того, что есть. То есть, вот, грубо говоря, ничего не меняя, просто привести в порядок внешний либо внутренний вид автомобиля. А тюнинг — это доработка. То есть, вот, например, вот здесь мы провели легкий тюнинг. То есть эта решетка была раньше другого цвета, эти буквы были другого цвета. Вот это и есть тюнинг. Мы взяли, просто заменили цвет, поменяли, грубо говоря, из серого, сделали в черный. То есть это уже доработка идет. У нас есть определенные проекты по внешнему изменению автомобиля, как цвета, так и обвеса. То есть можем поменять полностью внешний облик автомобиля, как внутренний, так и внешний, повторюсь. Элементарно вот можем показать на примере данного автомобиля. Вот. Здесь, вот, если говорить о детейлинг химчистке, то есть вот наглядный пример. У нас люди спрашивают, чем же отличается детейлинг химчистка от обычной химчистки, которые предоставляют некоторые сервисы. Чтобы качественно очистить автомобиль, прежде всего нам, как детейлерам, необходимо полностью, максимально тщательно его разобрать, как вы можете видеть, чтобы добраться до всех потаенных мест. То есть не сняв сиденье, не получится очистить качественно ковровое покрытие, как вы можете видеть. И мы тем самым реально предоставляем людям качество на выходе, то есть гарантированное качество на выходе. Говоря о том, что, обращаясь к нам, мы можем вам реально гарантировать качество на выходе. Вы должны быть механиками, чтобы машину полностью разобрать, знаете как? а потом собрать. После того, как вы собираете, лишние детали не Нет, остается. лишних деталей не остается, как раз таки много деталей находится, которые были утеряны год назад, 2 года назад, то есть реально много вещей мы находили, возвращали клиентам, они честно были благодарны нам, что мы наоборот разобрали. Доля сомнения, конечно, присутствует у клиентов, но мы, слава богу, не первый день на этом рынке, не первый день люди уже видят и знают нашу работу, соответственно, мы реально гарантируем им качество. Бывает всякое, то, что может что-то поломаться, что-то где-то отломиться, мы это всегда за свой счет компенсируем. Прежде всего мы это оговариваем с клиентом, показываем и сразу же меняем, чтобы не было никаких разногласий и недоговоренностей. Самое главное для нас, мы клиентоориентированная компания и в первую очередь смотрим на потребности клиента. Мы максимально их удовлетворяем, чтобы реально спрос только рос. А мы, в свою очередь, будем предлагать и продвигать это предложение с нашей стороны. Досу ҳәарада имашьына иӡәӡәоит, ирыцқьоит, аха ара инарыгӡо аусқәа аҩнытә еиԥшым. Араҟа изнеиуеит зыҟаҵара ҳаракыла, рхы иадырхәоит зхаҭабзиара ҳараку ахимиатә рыцқьагақәа. Насгьы аусзуҩцәа рзын раԥхьаӡа иргыланы ихадоу аклиент игәаҳәара анагӡара. Уи игәалаҟазаара шьҭыхны иаушьҭра ауп. Уи ахықәкы анагӡараҿы рдырра иеигӡом, аџьабаа иацәшәом. Ажәакала, ари ҳаамҭа иақәшәо аԥсҭазаара азнеишьа ауп. Прежде чем принять автомобиль, мы, естественно, пытаемся понять, чтобы затем быть понятыми. И клиент в первую очередь говорит о своих желаниях, рассказывает нам, что он в первую очередь хочет добиться путем приезда к нам. Мы его выслушаем и затем выносим вердикт. Вот на примере определенного автомобиля здесь указано полная полировка плюс керамика, полная детейлинг химчистка, полировка и затем бронирование фар, очистка двигателя и антидождь на стекла. Это все, может быть, такие непонятные названия, я сейчас вкратце расскажу о каждом из них. То есть желание мы услышали, спрос у клиента был выявлен. Теперь необходимо нам в первую очередь осмотреть автомобиль. Прежде чем его принять, мы всегда его осматриваем, чтобы вот не было потом никаких недоразумений. Вот у нас есть, грубо говоря, в 3D формате автомобиль распечатан. Ну, на примере данного это седан. То есть здесь мы указываем все погрешности автомобиля. Вот элементарно царапины, притертости, сколы, трещины, вмятины. Все, что есть на автомобиле, все, что было найдено при осмотре мной как руководителем и непосредственно самим хозяином, сразу здесь все описывается и указывается. Чтобы потом при выдаче автомобиля не было никаких новых там ямочек, царапинок, чтобы не было таких разногласий. А опыт наших мастеров позволяет уже визуально выявить ту или иную проблему, тот или иной дефект на кузове, либо в салоне автомобиля. И, соответственно, сразу же его зафиксировать,
показать клиенту много вещей, которые мы находили, клиент даже не знал. Мы их уже непосредственно на территории, здесь у нас в центре, показывали и озвучивали. За что он нам говорил спасибо и просил их устранить. Мы их сразу же, конечно же, устраняли, и все. Это своего рода салон красоты для автомобилей, где мы можем привести в порядок любой автомобиль любого класса. Соответственно, и цены на данные услуги, они, естественно, чуть-чуть выше тех же услуг, которые предоставляются на обычных сервисах, на мойках. То есть вот элементарно на примере обычной химчистки, вот как я уже говорил ранее, детейлинг химчистки, ее тоже можно сделать, но может быть не с таким подходом, может быть не такими материалами, но суть такова, химчистку в итоге сделают. Там это будет стоить определенное количество денег, у нас это будет стоить, соответственно, это будет уже другая стоимость. Спрос на наши услуги, он, естественно, есть, и есть у нас определенная запись, которую мы ведем, то есть просто так прийти к нам и записаться в этот же день, ну, практически невозможно. У нас запись идет на месяц, а то и на 2 вперед. Арахь ирҭаауа клиентцәа рықәра шеиԥшым еиԥш ихазуп рсоциалтә статусгьы. Ахацәа, аҳәса, астудентцәа, абыргцәа зегьы идызкыло акоуп амашьына пату ақәҵара. Аԥсны аекономикатә ҭагылазаашьагьы хымԥада хшыҩзышьҭра азыруеит аусзуҩцәа. Убри аҟнытә еиуеиԥшым акциақәа мҩаԥыргоит, уи иабзоураны ахә иагарханы арныҟәцаҩцәа равтомобиль еиҿыркаарц рылшоит. Как я вот говорил ранее, мы являемся представителем компании «Литек» в Абхазии, официальными представителями, и непосредственно занимаемся ремонтом и реставрацией кожи. На примере данного автомобиля можете видеть потертости определенного характера на кожаном изделии. Чтобы вы понимали, это кожа животного происхождения, то есть само по себе животного такого цвета в природе нет. И, соответственно, на заводе эту кожу окрашивают. Необходимый цвет автомобиля в зависимости от комплектации. Здесь мы видим бежевый цвет, которым был окрашен данный элемент на заводе. Что происходит? То же самое, что и с автомобильной покраской. То есть при деформации либо повреждении лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля вы же не меняете сразу деталь, вы можете ее отреставрировать, отремонтировать. Соответственно, та же процедура происходит и с кожей. Здесь мы будем восстанавливать лакокрасочный слой покрытия на коже, восстанавливать цвет путем подбора, путем настоящей колористики, все как в автомобильной покраске, и затем все закреплять защитными лаками. И, естественно, приведем в порядок, вернем первозданный внешний вид, все, как говорится, будет как с завода. Из наших топовых услуг, которые пользуются максимальным спросом в Абхазии, это полировка и защита полиуретановой бронепленкой головной оптики. Вот на примере данного автомобиля можно явно разглядеть нарушение технологии. То есть вот эта фара была ранее отполирована и оклеена вот защитной полиуретановой бронепленкой. Вот вы можете ее видеть, как она демонтируется, в каком состоянии фара под пленкой. То есть все в идеале. Но смотрите, какой момент. Эта фара была оклеена не полностью. Вот идет граница, где находилась пленка, а где ее не было. Соответственно, вы можете видеть, что произошло с фарой. Со временем, это могло быть в течение месяца, а то и полугода, но суть такова. Полиуретановая бронепленка, она защищает фару от повреждений, которые происходят от ультрафиолета в первую очередь, от пескоструя на дороге, который появляется, и от всех реагентов и тому подобное. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не просто полировать фары, как это делают многие. То есть это стоит, естественно, намного дешевле просто так отполировать фару, но ничем ее не закрыть, то есть не защитить, смысла никакого не будет. То есть ты сам себя обманываешь. Мы же предоставляем услугу путем нанесения защитной полиуретановой бронепленки. Настоятельно рекомендуем защищать фары. Только так можно сохранить такой первозданный внешний вид на протяжении 6-7 лет. Без проблем. Иазгәаҭатәуп асалон аԥшәмацәа Осман Барцыци, Рамиль Аҩӡбеи есааира рдыррақәа шиздырҳауа. Избанзар, детейлинг иадҳәало ахырхарҭа ҭыԥкаҿы игылам, иасыҽны ԥхьаҟа ицоит, иҽырҵуеит иҿыцу азнеишьақәа, аматериалқәа. Убри аҟнытә арԥарцәа аҳәаанырцә ицоит, рхы рыладырхәуеит ацәыргақәҵақәа, асеминарқәа. Анаҩсан уаҟа ирбо аҿыцрақәа русураҿы иаладырҵәоит. Вы спросили за филиал. Как такого филиала нет, но у нас есть представительство в Сочи. То есть совместно с нашей компанией, совместно с сочинской компанией, такой же детейлинг
студии мы открыли школу по реставрации и ремонту кожи, непосредственно которую мы курируем, непосредственно где мы предоставляем эти услуги в сфере реставрации и ремонта кожи, обучая людей. То есть к нам, как в школу, настоящая школа, к нам приходят люди, мы их обучаем, выдаем сертификаты, предоставляем необходимые услуги, материалы, дальнейшую консультацию. То есть полноценная школа, которую мы курируем, это пока наше первое, грубо говоря, детище за рубежом, за пределами Абхазии. Дальше больше. Осман ихата далга хитаб сухнкарат университета экономикат факультет. Яжакварыла иреҳауа ҵари урҭаҿы иаузидыррақәа даараӡа ихәеит иусураҿы, аха уи аҟны даангылом иахьагьы иуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла идыррақәа реизырҳара даҿуп. Безусловно, само экономическое образование и конкретно финансы и кредиты помогли мне лично, как личности, самому понять вообще, что такое деньги. Как их правильно считать, как их правильно вкладывать, как это все монетизировать, понятие рентабельности бизнеса. То есть этому всему можно научиться, конечно, но я реально благодарен, что я не зря потратил свои 5 лет, обучившись в нашем любимом университете, получив это образование. На сегодняшний день я его применяю. Естественно, я не останавливаюсь на одном образовании, я развиваю себя максимально как могу. То есть, как я уже сказал ранее, здесь есть определенный коллектив, которым необходимо управлять. Соответственно, идет уже понятие менеджмента. Есть определенное время, которое ты должен уделять той или иной услуге, тому или иному моменту. То есть здесь идет уже понятие как тайм-менеджмент. То есть постоянное саморазвитие приводит к тому, что тебе самому легче затем управлять всем этим бизнесом, и ты понимаешь, как оно все работает на сегодняшний день. То есть здесь, на нашей, грубо говоря, территории, в этом бизнесе нет ни одной сферы, нет ни одной, грубо говоря, лазейки, которую бы я, как учредитель, как основатель, не знал. То есть если ты как основатель, как хозяин, грубо говоря, того или иного бизнеса, чего-то не понимаешь в бизнесе, то есть я не понимаю просто, как тогда можно работать. Есть определенные люди, которых ты нанимаешь, которые тебе рассказывают, но ты должен сам обучиться этому, чтобы ты понимал, как это все устроено, чтобы тебе самому было проще вести этот бизнес. Аҷкәынцәа ражәақәа рыла рхатәыс ианалагоз раԥхьа агәыҩбара рыман, ирықәҿио, ирықәымҿио. Аха уи злеилкаахоз аус хаца дмыркызгьы. Уажәшьҭа дара ршьапы иқәгылеит, аусутә рымоуп, еисааирагьы издырҳауеит рҟазара. Раамҭа рнапы иакуп, рықәҿиарақәа ирылагәырӷьо иаҳзеиҭарҳәеит ахәаахәҭра аглыхратә палатахь аусҭкылаҩцәа қәыԥшцәа ҳәа иахьрыдыркылаз. Наша организация является почетным членом Ассоциации молодых предпринимателей, которая была создана Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия. То есть мы участвуем во всех дебатах, собираемся, обсуждаем насущие проблемы молодых бизнесменов, молодых предпринимателей. Благодаря данной организации, за что им реально низкий поклон, мы постоянно ведем общение, развиваем, обсуждаем проблемы, которые реально встречаются начинающим предпринимателям, молодым бизнесменам на своем пути. В 2019 году, 22 февраля, нас наградили, Торгово-промышленная палата наградила нас дипломом за вклад в развитие предпринимательства среди молодежи. В 2017 году я и, соответственно, мой брат Рамиль Айзба, с кем мы начали этот бизнес. Начали мы его, как я уже ранее говорил, с ремонта и реставрации кожи, которая в соответствии вытекла вот в сегодняшний бизнес. Это было в 2017 году в городе Москва. Компания Литек предоставила нам все необходимые материалы, обучили нас, показали то, как можно строить бизнес, как можно из этого дела построить такой вот большой бизнес, который есть на сегодняшний день у нас. Ҳдырраҭарақәа рҿы изныкымкәан ишаҳҳәахьоу еиԥш, ҳтәыла економика зырҿио ԥхьаҟа изго абизнес иаҿу ауаа роуп. Заҟаҩы уи рнапы аларку аҟара рхаҭагара иацлоит усурҭа ҭыԥла еиқәшәо ауаагьы. Аидеиақәа рацәоуп, урҭ зыцәырҵуа аҿар рхаԥхьаӡара шырацәоу еиԥш иҟалап, агәаӷьра аазырԥшуа маҷзар. Издыруада, иахьа ишәҳарбаз зус зықәманшәалахаз аԥсуа ҷкәынцәа рҿырԥштәы даҽаӡәы дымҩақәнаҵаргьы.